пару слов обо мне. Я работаю в университете Мальмö. Это на юге Швеции. Такой молодой университет, намного моложе, чем ваш университет. И в нашем университете мы ведем Caucasus Studies, кавказоведение, что довольно редко, можно сказать. Это единственное место в Скандинавии, где вообще преподается кавказоведение. Я занимаюсь Кавказом, можно сказать, очень давно. Я лингвист, специалист по общему языкознанию и в основном занималась разными кавказскими языками. Занималась картвельскими языками, написала свою диссертацию о материале грузинского языка, но также работала по черкесским языкам. И я очень рада, конечно, что я имела возможность сотрудничать с профессором Мухаддином Кумаховым. Мы сотрудничали очень долгое время. Он приезжал в Швецию, и это сотрудничество началось еще в 1991 году. Да, давно. И это длилось до 2008 года. И потом, к сожалению, 3 месяца позже он скончался. Так что это такое очень длительное и, я бы сказала, тоже очень плодотворное сотрудничество. Это в основном по разным аспектам грамматики кабардинского, черкесских языков, конечно, и много, что касается дополнительных конструкций в черкесских языках. Сейчас, как я сказала, я работаю в университете Мальмö. Это такой, можно сказать, очень современный университет, очень мультидисциплинарный. И поэтому наше кавказоведение – это не то, что, так сказать, более в традиционном смысле, что мы занимаемся только языками, а более так широко, и там и историей, и современностью, и народами, конфликтами, конечно, и экономикой, международные отношения, в общем-то, широко, можно сказать. Это у нас курсы по кавказоведению, Caucasus Studies. Еще у нас такой центр, который называется Russia and the Caucasus Regional Research, то есть региональное изучение России и Кавказа, где мы проводим каждый год проводим конференцию. В прошлом году у нас тоже была конференция как раз по проблемам сохранения идентичности черкесов. Была такая очень большая конференция, вообще международная. В интернете следили за этим, была возможность у нас. Да, это было очень интересно. Там приезжали из Турции, там, из Иордании, из Германии и так далее. Много было. И в этом году у нас уже сейчас будет конференция в декабре, как раз protecting national cultural heritage, где будут приглашены тоже с Северного Кавказа, так что и у нас будет особая там секция по черкесским вопросам, так что мы как-то довольно широко работаем в этом плане. Там, конечно, вопросы о сохранении языка, но более широко тоже, что касается вообще идентичности и культуры в широком смысле. Да.
Так, вот наши сотрудники, это здесь не только языковеды, у нас здесь один политолог, один антрополог, культурный антрополог и так далее, но все, которые занимаются Кавказом, и все, которые действительно проводили полевые исследования на Кавказе, так что для нас это очень важно, чтобы это люди, которые не только читали о Кавказе, а действительно здесь побывали. Все, среди наших сотрудников. Потом у нас очень часто приезжают ученые с Кавказа там, и у нас большие контакты тоже с учеными в регионе. Спасибо. Вот это дает немножко представление о том, чем занимаются нашими студентами. И наши курсы онлайн на английском языке. И такая ситуация в Швеции, что все студенты Евросоюза учатся бесплатно. И раз наши курсы на английском языке онлайн, значит, студент в Испании или в Греции, если захочет, может заниматься у нас. И у нас очень много таких европейских студентов, так что они не все находятся там в Мальме, хотя там тоже есть Мальме. Все. И это такой годовой курс, как вы видите, введение общее вообще представление о Кавказе. Потом маленький курс, где студенты выбирают ознакомление с одним языком Кавказа. Мы так говорим, один язык Кавказа, не только кавказский язык, а один язык Кавказа. Там у нас выбор сейчас русский язык или грузинский язык. Следующий семестр у нас тоже будет азербайджанский. Был у нас чеченский. Так что, Карин, а можно, очень сильно извиняюсь, маленькое отступление и рассказ о том небольшой, как вы выбрали адыгские языки. Почему черкесские, именно? Да. Очень нас это заинтересовало, и хочу, чтобы для вас это повторили. Хорошо, конечно. Да, это у меня такой, да, интерес вообще к черкесским языкам очень, очень давно. Это когда я была еще аспиранткой по общему языкознанию. У нас был такой курс по языковой типологии. И там среди аспирантов только я владела русским языком, и поэтому они сказали, что ну ты возьми тогда кавказские языки. И я как-то начала там искать источники по кавказским языкам у нас в библиотеке. И нашла такую книгу, вы, наверное, знаете эту книгу. Это книга Яковлева Ашхамафа. Да, грамматика адыгейского языка. И там, когда я видела вот эти глагольные формы, где вот 4 показателя лица, это для меня что-то так было интересно. И я решила, что да, я буду заниматься вот... это будет тема моей диссертации, я так хотела. Я начала искать возможности приехать в Майкоп. И Шведский институт, это такая государственная организация по обмену, там это все еще существует. И там были такие стипендии годовые, Советский Союз, что тогда было. Возможность поехать. Да, возможность поехать и все. Но нет, это не давали, да, не разрешили, да. И очень длительно я этим занималась, но это не вышло. И потом я решила поехать все-таки на Кавказ, поехала в Тбилиси. Да, на стажировку в Тбилисский университет. И во время, тогда, когда я там была, в Тбилиси, все-таки я продолжала. Думаю, ну, все-таки как-то хочу туда поехать. Искали пути. И они тоже тянули. Я там находилась целый год, а это иностранный отдел тянул.
И потом, когда уже у меня осталось 3 недели стажировки, они дали разрешение. Они думали тогда, что она не поедет. Да, не Но успеет. я поехала. И это было очень интересно, конечно. Тогда работала Зейнаб Керашева. Да, знаю. И тоже для меня это было очень интересно. Хотя это только было 2 недели. Но это начало было положено. Да, это да. Но потом я, конечно, закончила аспирантуру, свою диссертацию на материале уже. Спасибо И огромное. потом это все. Вот так это пошло. Закрутилось, да. Спасибо. Да, вот это просто, это уже нынешняя ситуация, просто чтобы вы это видели. И довольно большая группа, у нас где-то 50 студентов. Так что можно сказать, что большой Это интерес. ежегодно 50 студентов или Или вообще 50, сейчас? которые занимаются. Да, ежегодно, да. Да. Да, это много. Все. Потом у нас вот это, Caucasus Feeling Case Studies. Это другой курс, где студенты могут приехать на Кавказ и делать маленькие индивидуальные исследования. И вот это как раз, может быть, мы сможем как-то Реализовать здесь, реализовать, на нашей может быть, практике. один из наших студентов как-то... Об этом Чтобы они сегодня сюда ректор, как приехали раз, бы. ректор говорил об этом. Да. Мы можем это, да. Это да, все. И вот это тоже такая идея у меня возникла. Мы очень часто работаем в этом формате. Это веб-семинары. Такая практика, когда мы проводим, это может быть, мы проводим семинар у нас, и потом наши студенты онлайн находятся в разных местах. Или же лектор находится, например, кто-то здесь, сотрудник, читал бы лекцию, и наши студенты будут это слушать. Да. И могут задавать вопросы вот здесь, и наши студенты, и все как-то так нитями как-то связывается это все. Да, это мы можем. Да. А как раз сейчас у нас вот эти фото, которые показаны здесь, это когда у нас был такой семинар, эта женщина там читает, она черкешенка из Сирии. Рассказывает. У нас довольно много черкесов из Сирии, беженцев. Даже у нас на юге Швеции есть черкесское общество Южной Швеции. Да. Кто мог бы это подумать, если сказать, что уже сейчас несколько сотен черкесов в Швеции, а тогда, когда я начала, там... Ни одного не было, да? Никого, наверное, не было. Да. Все. И вот это я просто хотела вам показать, что это это research platform, Russia the Caucasus Region Research, который проводит разные конференции, которые... и мы, конечно, находимся онлайн, так что если вы посмотрите Caucasus Studies Portal и наши курсы и так далее, что мы делаем, и Facebook и так далее. Вот я просто хотела это так наглядно вам показать. У нас студенты очень так разного профиля. У нас, конечно, есть филологи, но они не в большинстве, надо сказать. Довольно много студентов у нас, если я просто вот эти, которые я знаю, у нас в университете Мальме, которые проходят программы, например, European Studies, или международные отношения. Тогда у них какая-то часть факультативная. Они могут выбрать курсы, которые они считают интересными. И тогда довольно часто они выбирают Caucasus Studies. Я заметила, особенно вот это международные отношения, потому что если посмотреть Кавказ, там и в настоящее время, и, так сказать, в истории, очень, конечно, очень много важного. Потом у нас программы тоже международная миграция и этнические отношения. Они тоже очень часто выбирают это Caucasus Studies, Peace and Conflict Studies, конфликтология
и так далее. Так что много у нас студентов, которые находят интересные темы на Кавказе. Когда я была в Тбилиси, и занималась грузинским языком, конечно, потом организовала там конференцию для своих сотрудников, я хотела, чтобы они приехали, и сделала маленький курс грузинского языка. Этот курс залежался очень долго, а потом, когда начали вот эти как-то интернетовские возможности, как-то у меня появилась эта идея, может быть, как-то возобновить это, потому что сейчас найти студентов по грузинскому языку в одном университете это очень трудно. А когда делаешь это через интернет, это по-другому. Это 20 лет назад мы делали это. Потом это перенесли в новый университет Мальме. И потом это все больше и больше расширили, разные курсы, связанные с Кавказом. И потом мы как-то это объединили, и вот получилось сейчас. Так что это как-то немножко ступенчатый вопрос, как это развилось. Да. Интерес вообще к источникам XIX века в Кавказе, потому что, если смотреть, Кавказ намного более известный в Швеции тогда, чем сейчас. Или, да. Конечно, Кавказская война, и это очень широко отражается в прессе, тогдашней прессе. Очень много пишут об этом. Другое вообще у меня, это тоже я перевела на русский язык. Это тоже описывается один шведский врач, который как-то попал в плену к черкесам, проводил там долгое время, потом он как-то убежал и пошел пешком. До Швеции. Нет. Он оказался в Сухуми. Нет, это очень интересно. Так что там в этой старой прессе можно найти очень много интересного материала тоже. И этот факт, что такой большой интерес тогда. Карина, пожалуйста, там о Мухаддине Кумахове. Да. Это очень важно. Это достаточно известный ученый. Завтра состоится конференция. Мы хотели бы услышать, как вы там встретились, как вы работали. Мы знаем, что несколько там ваших работ, совместных работ не только по кабардино-черкесскому языку, вообще и убыхском, вообще и абхазских этих языках. Не могли бы немного, коротко хотя бы рассказать нашим студентам? Да, конечно. Это очень важно для нас. Да, это очень важно, конечно, что тогда, как я уже говорила, что для меня, чтобы приехать сюда на Кавказ, чтобы работать, это как-то это не получилось. И то, что он приехал в Швецию и находился там длительные периоды, это тогда в начале 90-х годов, в 91-м году он приехал первый раз, и потом участвовал в разных проектах, которые проводились в Лунском университете на кафедре лингвистики. И тоже в одном европейском проекте, где я работала по дополнительным конструкциям. Это очень крупный проект, где около 100 лингвистов Европы работали. Это, конечно, было очень важно. У нас несколько статей были опубликованы там, и нам удалось тоже организовать это таким образом, что Мухаддин Абубекирович поехал со мной на конференцию, на пленарной конференции в Сан-Себастьян, Басконию. Это был очень такой памятный момент. И сотрудники кафедры, конечно, очень его оценили, и многие интересовались тоже. Один Сидни Вуд, например,
Он тоже выпустил статью на материале кабардинского языка, фонетист там. Это, конечно, такая известная тема. И тоже Jan-Olof Svantesson, типолог, и профессор Bengt Sigurd, тоже его очень хорошо оценил, и он предложил, чтобы профессор Комахов стал почетным доктором нашего университета, это Лунского университета. Это, конечно, очень было ценно, и это было в 1998 году, 1900, и он приехал, и супругой, Сарой Суповной, и там, это очень такая торжественная церемония в университете, огромная, 6 всех, и новых докторов, и почетных докторов, и еще юбилейных докторов, то есть те, которые зачтили 50 лет назад. Целая церемония. Да, это происходит на главном соборе. Да, и потом у нас опубликовано на дополнительной конструкции, это вышло в этом же году, дополнительной конструкции в кабардинском языке. И другая линия немножко, это была по эргативности. И тогда тоже потом в 2006 году вышла книга по эргативности. Тогда я уже перешла работать в университет Мальме. И потом Мухаддин Улугбекирович часто говорит, что хорошо было бы иметь книгу на английском языке, потому что эти статьи это одно дело, а на русском языке книги другое дело, а потом, чтобы как-то иметь публикация на английском языке, так что мы начали делать это тоже. И я поехала в Москву к нему в феврале 2008 года. И тогда-то уже как-то было готово, мы сидели, как-то все это прошли, уже все, сейчас уже все. Да, это он сказал, сейчас уже можно так это пустить, и все на английском языке. И потом вы, наверное, знаете, что, к сожалению, да, он потом скончался. ويتجخم يابزم وريبسالو ياخبرج وشخر ويبشنالو خوخم ينخفخر زفاغخو خمخسم فالر زاباخو زوات خنو ست يواس ويقرش لاب بسنبس قشوالر ويبن يبنجخم قجاغالو ويأشخوشم خوبخر يوفبخو موش حمافي قبتالاغو زوات خنو ست يواس وينمس ويفاش ويجاكوجم ويجابلجم واردر الشكوفتشو وزبسالر بشجو ويثبنابر ثغج بغبجو زوات خنو ست يواس ويشثقف صاش خوصة وقشسرة صوب غرشو باتر وزوج تجيني قبفوي مفو ووزاقو جابر جم زريفو زوات غنو ست يواس حموي بشغو زكب خامة بشوة وزرطة جنور زقور بشوة مدوني يشكوم وش بشان شبشاوة ثم يحجة غاجة بغجاوة زوات غنو ست يواس أكبرت يشفو ورد شفو شذا مزكوم يا شذا مزال زوها شوشها مغاسكم زاور نفاثوها هاي ناري نارينا هاي نارينا شفوي ورينا رينا رينا نهو يا كل جيثاقو يا بخدوه
وردشو ماشم عرشو الشواسي عرسي يشوى أبرجو وبشر زيش حجو شرجم أو بزد يا وابر هاينا رينا رينا هاينا رينا شوي ورينا رينا رينا نشوي يكون جديد أبو دابا كدوي يكون زواجم شرف الخواتر تاتي وتجوتي زاور ما فتوشتر ويزيد بزشتاكري يا وجاز كميس هاينا رينا رينا هاينا رينا شوي وهاينا رينا رينا نشوي يا كل دابا كدوي جاهم قشس حمجت يراغو بتري ديتنا جاو بدمسهم نوري الأغاخ تيشحن الدمرمة كان الشيطان هاينا رينا رينا هاينا رينا شوي ورينا رينا رينا نشوي يكون جديد أبا ودافك الدوخ بس الريخ بزو ونفش أجغم يتشرج عذكم يشحر يغتشيتشر يادن أجر حجم أفهم غاسر هاينا رينا رينا هاينا رينا شوي ورينا رينا رينا نشوي يكون جيد أبا ودافك الدوخ كان خرز وروب حقرا ثق وخرفزوش حقوا قشرت تيابش زيجات عبشخر شبشو تيقان قشمي في الزاي أوري وري الشمرة يبزمرة وردو أو شجفنا قشمي عديثي شو خرزادي ثما شرتي متقشوي خنساي وقزر ناس وشتي عرادة بشغوة قرينا قشوي ما وطي وطرتي كابز الشرع تنبرت قشمي زريساي ويس أشوار عشيقي لك بشورة وردو قيمات شغواق وشخر يغوق يجوق ومزي حاجة ورنا بجاك أبزق وشوش وزيت لاي